100 тысяч рублей до конца этой недели получат все мужчины, призванные по мобилизации из Коми, пообещал глава республики. О единовременной выплате, обмундировании, питании, отношениях в коллективе пообщался Владимир Уйба с бойцами в Мурманской области. Там сейчас солдат обучают современному бою. Практика каждый день по 10 часов в сутки. Анна Зубарева знает больше. Офицеры – мастера своего дела. Все подробно объясняют, каждый выполняет свои задачи. Так высказываются солдаты о боевом слаживании, которое сегодня проходит под Мурманском. Здесь есть те, кто уже отслужил в артиллерии. Они помогают организовывать процесс. Весь процесс обучения построен так, что все очень наглядно и дословно. На самом деле несложно, у людей есть интерес к тому, что проходят занятия и ко всему остальному. Люди, я бы не сказал, что они с улицы пришли, у них какая-то подготовка имеется. Они же все служили срочную службу, а некоторые контракт уже успели отслужить. Были те, кто уже были в горячих точках. В итоге каждый получит знания, навыки и свою специальность. В программе обучение всем видам стрелкового оружия, работа с танками и гранатами. Максимум практики по 10 часов в сутки. Сейчас как бы не 41 год, уже по танкам никто, наверное, лежать не будет. Это так больше психологически, чтобы люди понимали, как кинуть гранату. Ни страху, ни капли. Но, наверное, у каждого по-своему. Я вот не переживал, вокруг меня только родственники переживали. Каждый человек по-своему будет это переносить. Солдаты каждый день осваивают что-то новое. Для работы с квадрокоптерами попросили дополнительные батареи. Владимир Уйба заявку взял на карандаш. С самыми разными вопросами можно обращаться и на горячую линию, организованную по поручению главы. Уже отработано больше 1000 обращений. Через горячую линию поступил вопрос. Парень у нас сейчас на слаживании в Ленинградской области. Размер 48. Ну, понятно, что такой нестандартный размер ноги. Вот, и в части не оказалось 48 размера. Ну, так бывает. И вот, поэтому мы ему экстренно нашли эти берцы. Ну, вот, казалось бы, да, горячая линия. Казалось бы, такой, ну, вроде как пустяшный вопрос. А на самом-то деле ведь парень получил эти берцы и начал выполнять свою задачу там по подготовке. То есть вот не бывает никчемных вопросов. Все вопросы очень важные. На горячую линию часто звонят родственники резервистов. Видят в интернете новости, якобы мобилизованные уже на передовой. Отсюда волнение и вопросы. Вбросы идут, и это тоже надо реагировать, вот, что мобилизованные уже находятся там, в районах выполнения задач, значит, брошены в самое такое пекло, значит, сформированы там какие-то штурмовые отряды. Поверьте, такие вопросы поступают на горячую линию, это приходится реагировать. Я вам ответственно заявляю, что за весь период с момента объявления указа президента частичной мобилизации ни один мобилизованный, значит, сейчас вот, которые действовали в интересах, призваны в интересах флота, не находятся в районе выполнения задач. Все они сейчас здесь проходят интенсивную подготовку. Власти Коми признаются, выполняя указ президента о частичной мобилизации, ориентировались только на качество. Все мужчины, которые сейчас на полигоне, имеют нужные военно-учетные специальности и мотивированы выполнять боевые задачи. Пришла повестка, мы с доблестью и с гордостью пошли защищать на зов Родины. Главное, чтобы дух был боевой, а остальное все спокойно пройдет. Моя задача лично, как номер расчета, поднести снаряды к заряжающему. Заряжающий, соответственно, выполняет свою задачу. Сплоченный коллектив у нас, все с Воркуты. Дружные, все предоставили, все отлично, кормят отлично вообще. Обмундирование все выдали новое. Республика взяла на себя обмундирование бойцов. Закупила все 32 позиции из указа министра обороны. В Мурманск уже привезли теплую экипировку на зиму. У нас есть своя фабрика в Ильгарте, это Сыктывдинский район, это рядом с Сыктывкаром, которая до сих пор валяет валенки. Вот именно валяет. То есть вручную делаются валенки из войлока. И вот мы, значит, попросили руководство, и они быстро перестроили и сделали из войлока берцы. Берцы, вот обычные берцы, вот все общевойсковые на резине, но они из войлока. То есть это незаменимая обувь. Вот когда уже будет холодно, когда не будет слякоти, это, в общем, ну, валенок, но в виде берца. Очень прочные, очень прочные. Эти мужчины понимают, как важен учебный процесс. Пусть лучше будет тяжело сейчас, на передовой останется лишь четко выполнять боевые задачи и сохранить жизнь. Анна Зубарева, телеканал Юрган, Мурманск.